23 февраля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,84 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,53 сомони за 1 евро. Средний курс продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,84 до 10,91 сомони, 1 евро от 11,53 до 11,75 сомони, 1 российский рубль от 0,1450 до 0,1480 сомони. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили снижение и опускаются более чем на 2% на фоне опасения о замедлении экономики. Цена на нефть марки Brent составила $81.28 за баррель, марки ВТИ $74.61 за баррель. Цена на золото в среду вечером слабо снижается в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы США и составляет $1841.45 за тройскую унцию. Министерство финансов Таджикистана назвало наиболее убыточной среди крупных государственных предприятий страны. Первым в списке фигурирует бывший электроэнергетический холдинг Барки Тоджик, который в настоящее время управляет исключительно мощностями по производству электричества в качестве открытого акционерного общества. Общая задолженность бывшего энергохолдинга с учетом кредитов, привлеченных для реализации электроэнергетических проектов, превышает 32 миллиарда сомони. Совокупная же задолженность всех потребителей электроэнергии перед Барки Тоджик составляет всего около 3,7 миллиарда сомони. Все долги бывшего энергохолдинга, которые образовались до 2021 года, будут находиться на балансе ОАО «Барки Тоджик» как кредиторские, так и дебиторские задолженности. Следом идет национальный авиаперевозчик Таджикер, который из-за технических и финансовых проблем не выполняет регулярные рейсы с сентября 2020 года. Задолженности Таджикер оцениваются в $40 миллионов, из которых половину авиакомпания должна литовской компании Skyroad Leasing за использование 2 ее самолетов. Также имеются долги перед налоговыми органами, банками, аэропортами и поставщиками других услуг. Также в Минфине к наиболее убыточным госпредприятиям причисляют ОАО «Алюмин Сохтмон», полный пакет акций которого принадлежит таджикской алюминиевой компании. Информация по задолженности этой компании в открытых источниках отсутствует. Среди убыточных госпредприятий также находится ОАО «Рагунская ГЭС», общий объем задолженности которого еще в 2020 году превысило 1 миллиард сомони. Насколько изменился объем задолженности данного предприятия за последние 2 года, выяснить не удалось. Число физических лиц, получающих разрешение на индивидуальную добычу рассыпных полезных ископаемых, увеличивается с каждым годом. Об этом сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзодан на пресс-конференции. По его словам, после принятия правительством соответствующего постановления лицензии получили 6917 человек, в том числе 270 человек в прошлом году. Министр отметил, что за 3 года старатели продали государству более 34 килограммов рассыпного золота на сумму 18,6 миллионов сомони. Он добавил, что также получены драгоценные и полудрагоценные камни на сумму около 630 тысяч сомони. Правила выдачи разрешения физическим лицам на добычу рассыпных полезных ископаемых старательскими и вольноприносительскими способами были одобрены постановлением правительства 27 ноября 2019 года. Добычей рассыпных полезных ископаемых физическими лицами могут заниматься на участках с неподсчитанными и неуточненными на государственном балансе запасами полезных ископаемых страны. Для получения разрешения частные лица должны обращаться в местный финансовый орган и получить его там же, после утверждения Минфином страны. Страны Большой Семерки к годовщине начала спецоперации на Украине намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы затянуть гайки и улучшить надзор за выполнением решений, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Инструмент, предварительно названный механизмом координации правоприменения, направлен на поддержку обмена информацией в отношении стран и фирм любой точки мира, подозреваемых в пособничестве СВО путем уклонения от санкций. Ожидается, что на этой неделе Большая Семерка и Евросоюз объявят о новых санкциях и торговых ограничениях в отношении товаров, используемых российскими вооруженными силами, включая технологии, комплектующие, тяжелые автомобили, промышленное оборудование, электронику и строительное оборудование.
Они также направлены на кампании в таких странах, как Иран, который, как заявляется, поддерживает военные усилия Москвы военными поставками. Большая семерка также будет стремиться усилить давление на компании и страны, которые могут помочь России избежать воздействия санкций и изучить будущие меры и санкции, чтобы нарушить поток военных поставок, говорится в сообщении.